Здравствуйте, на телеканале БСТ передача «Интервью», студия Елена Насырова. В республике идет приемная кампания в вузах. В чем ее особенности в этом году, как проходит прием документов и о популярных специальностях. Мы поговорим с проректором по учебной работе Уфимского государственного авиационного технического университета Елизарьевым Алексеем Николаевичем. Алексей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос связан с особенностью приемной кампании в этом году. На что прежде всего повлияла пандемия коронавируса? Ну, в первую очередь, конечно, это проведение консультаций. Если раньше они проходили всегда в таком очном формате, когда можно было напрямую задать все интересующие вопросы, то сегодня это вышло все в онлайн. Мы консультируем в многофункциональном центре, то есть можно прийти очно с соблюдением всех требований указа главы республики и других противоэпидемических. В то же время у нас работает колл-центр, где вас соединят сразу же либо с преподавателем, консультантом именно по заданному направлению, по учебному процессу, по каким-то тонкостям именно образовательных аспектов, либо технические, именно с техническими службами, как подать, куда подать, как это сделать через личный кабинет. Для нас уже не впервой проводить прием именно дистантно, потому что мы принимали через личный кабинет поступающего на нашем официальном сайте. И, соответственно, в том числе и в госуслугах поступаю онлайн. И Почта России порядок тоже разрешает подачу документов. Онлайн поступление, получается, у каждого абитуриента есть личный кабинет, да, где он заходит, и когда студент поступает, у него, получается, как вы говорили, выходит СНИЛС, а не фамилия, как мы раньше привыкли это видеть. Да, при подаче документов он все распечатывает, подписывает собственноручно, сканирует и прикладывает, но когда он на сайте ищет себя в рейтингах, в рейтинге он фамилию не видит, это требование вот с этого года, 2021, там он видит только номер свой. Мы исходим из СНИЛСа, может быть, какие-то вузы просто порядковый номер своего там, по заявлению и так далее. Это уже на усмотрение университетов. По каким специальностям ожидается наибольший конкурс? Количество бюджетных мест и обучение на коммерческой основе будут ли меняться? Бюджетные места, в принципе, поменять может только президент Российской Федерации, правительство России по решению их. Поэтому, конечно, бюджетные места меняться не будут, мы их пока не прогнозируем. Коммерческие места мы всегда указываем как бы минимальные, планируемые для нас величины, показатели, поэтому их, вот главное, это наша задача, скорее, что их нужно превысить. В целом вы можете подать на 10 направлений в нашем университете. Как это правило, нововведение в этом году, да? Это нововведение в этом году, но вот эти 10 направлений, это было разрешение университетом. Кто-то мог оставить меньше, кто-то мог оставить, как раньше, 3 всего, но мы максимально давали возможности для абитуриента, чтобы он мог на 10 максимально. То есть абитуриент может подать 5 вузов по 10 специальностям, да? В каждом вузе свое ограничение, вот в нашем 10 направлений. Ну и традиционно, конечно, это линейка IT. Программная инженерия. В этом году у нас уже набор идет на программу совместно с МФТИ. МФТИ будет готовить вероятностную линейку по математике, более глубокие такие обучения по программированию на различных языках, алгоритмированию и так далее. То есть это вот айтишная сфера. В этом году у нас тоже «Крылья Ростеха», уникальная программа, которая реализуется 5 вузами в стране всего. Мы тоже на нее уже получили огромное количество заявок, поэтому вот это одни из таких перспективных. Конечно, популярностью пользуется линейка по безопасности. Любая безопасность, от информационной, в IT-сфере опять, техносферная, пожарная, экономическая безопасность. Ну и, конечно, вот авиационная наша такая классическая, наверное, линейка, техническая эксплуатация летательных аппаратов. Систему управления летательными аппаратами мы в этом году, как беспилотными летательными аппаратами, учитывая вот современные потребности различных отраслей экономики. Работа с одаренными абитуриентами и талантливой молодежью. Какие программы поддержки существуют в вашем университете? Ну, во-первых, мы благодарны главе республики. Сейчас вот очень серьезное такое финансовое стимулирование по приему одаренной нашей молодежи башкирской. Самое главное удержать их, да? Да. Ну, мы, если честно сказать, все, кто к нам поступают, я думаю, это все вузы так делают, это буквально такое вот индивидуальное сопровождение каждого, потому что
их портфолио достаточно такие успешные, несмотря на то, что было там в школе, то и в ВУЗе они тоже начинают выстраивать свою новую уже научную карьеру. Как правило, вот такие студенты, вот у нас недавно вернулись последние курсы своего обучения, они проводили в университетах Японии, Германии, Италии, и вот эту спецчасть, которую они там проводят, они ее реализуют здесь в своем дипломе, защищая выпускную квалификационную работу здесь, в УГАТУ. Поэтому это вот раз. Второе, это, конечно, на протяжении еще вот до поступления мы организуем бесплатную воскресную школу. Воскресную просто она по воскресеньям проходит для того, чтобы любой мог прийти с октября по апрель, не считая каникул, вот мог прийти и порешать олимпиадные задачки. Но понимаю, что не только мы ориентируем на олимпиадные задачки, у нас там всегда присутствуют преподаватели по той или иному направлению и дают еще такую профориентационную, проводят работу, такой посыл, и это способствует тому, что талантливая молодежь, она осознанно выбирает то или иное направление нашего университета. Ну, раз уж вы затронули другие страны, такой вопрос, много ли иностранных абитуриентов поступают в ваш университет? Ну, наверное, не так, как в другие вузы республики. Мы все-таки когда-то были оборонным университетом, и вот иностранцев у нас немного. Примерно сейчас обучается около 260, около 300 иностранных студентов. Сегодня они, многие сидят на дистанте, кто-то не мог приехать после эпидемического такого режима на границе, да, и они проходят обучение там. Иногда бывают сложности, но мы их быстро, оперативно решаем. Например, вот пара, если у нас в 8 утра, в Египте это будет только 5 часов утра, там, по-моему, да? Временной барьер. Временные такие рамки тоже бывают, но мы сразу же расписание перестраиваем для того, чтобы наши студенты были. И индивидуально для них вы делаете, да? Мы можем просто перестроить расписание, но в ряде случаев, если вот никак не получается, мы используем систему дистанционного обучения, собственное наше СДО, и спокойно задание он выполняет там и консультируется онлайн с преподавателями УГАТУ. Угу. А помогает ли УГАТУ решить жилищные вопросы? Есть ли общежитие у вас? Общежитие есть. У нас 9 корпусов, расположенные в центре города. Да, это Дом печати, вот Мингажа, 8 марта. У нас, по-моему, если мне память не изменяет, 5 коридорного типа и вот 4 блочного такого типа. Практически, не практически, а 100% всех бюджетных студентов мы заселяем. Они всегда, если потребность такая есть, то есть не уфимская прописка, они спокойно заселяются в общежитие, мы предоставляем им все условия, соответствующие вот санитарно-эпидемиологическим всем требованиям. Ну и есть семейного типа общежития, 9, например, и так далее. То есть они разного немножко. В этом году какие-то новые нормы, требования при заселении общежития? Расскажите вкратце о них. Ну, требования только по, наверное, вот вакцинации, да, для того, чтобы мы авиационные ориентируют себя и как бы называя территорией безопасности, мы не только вот говорим о физической безопасности, но и противоэпидемической. Поэтому, конечно, в общежитиях приветствуем именно вакцинированных студентов. А так, с точки зрения заселения в общежитие, стандартная медицинская справка, они сдают флюорографию, то есть то, что положено было задолго до вот этой... То есть при заселении дополнительных анализов, таких как ПЦР, ничего не надо? Я не думаю, что это было бы актуально, потому что ПЦР действует 3 дня. Через 3 дня мы заново будем требовать, а живут они там постоянно. Поэтому вот... Но если есть медотвод, то... Да, если есть медотвод, если человек переболел и высокие антитела, как правило, поликлиники, вот опыт показывает с преподавателями в том числе, медотвод получить очень легко, если высокое количество антител, получает медотвод, и эта справка тоже так же. Документы примете? Конечно. Если даже... Конечно. Хорошо. Еще, конечно, такой интересный вопрос. Какие преимущества дает УГАТУ выпускнику? Для меня просто это так, обыденно. Я думаю, как это теперь сказать словами. Ну, можно сказать, что это бренд, далеко известный за пределами республики и Российской Федерации. Наши выпускники — это не только объединенная двигательно-строительная корпорация, как вот в названии университета у нас. Это, конечно, IT-сфера, и они находят практически свое применение в любой отрасли. Это отличает, вот, наверное, такой технический склад ума, который есть у инженера. И мы всегда говорим о том, что очень много руководителей, даже творческих людей, которые там театрами
заведуют. Они много выпускников Уфимского авиационного института в свое время и сейчас УГАТУ. Ну и второе, это, наверное, военная кафедра. То есть у нас есть военный учебный центр, есть военная кафедра, когда практически весь спектр, почти весь спектр направлений нашего университета могут получить еще воинскую учетную специальность. Это дает очень хороший стимул, такой толчок и возможности для устройства в различных силовых ведомствах, не только там МВД или Министерство обороны, Федеральная служба безопасности и так далее. Ну и оборонно-промышленный комплекс сегодня это тоже такое достаточно перспективное направление будущего такого карьерного роста наших выпускников. У нас остается не так много времени. Кратенький еще вопрос. Как абитуриенту узнать в этом году, да, вот с этими особенностями, что он поступил? Эти списки где-то будут висеть, как мы привыкли это видеть? Или где их смотреть? Как узнать, что ты зачислен? Конечно, это официальный сайт наш. В любом поисковике, если вводите УГАТУ, он первую же страничку дает его, там есть поступление раздел, и там тут же выложены будут рейтинговые списки. Там на протяжении 6 лет наш сайт признают как самый интуитивно понятливый сайт, вы там спокойно сможете сориентироваться. Единственное отличие это будет вот номер СНИЛС, а не фамилия абитуриента, как вот мы привыкли, может быть, в прошлых компаниях. Поэтому, как только будет подписан приказ, приказ официально выкладывается на сайте в виде PDF с подписями, то есть это сканированный вариант. И, конечно, в этом рейтинговом списке будет подписано «Зачислен, зачислен, зачислен», чего я желаю каждому. А после зачисления им как подтвердить вот этот вот еще момент? Что вы зачислены? Да. Раньше же надо было документы приносить, оригиналы. Что сейчас нужно сделать? Для того, чтобы, в принципе, участвовать в конкурсе, необходимо не только сейчас оригинал вообще можно в течение года принести, но нужно подать заявление о согласии на зачисление. Его можно написать только 2 раза, поэтому лучше всего это делать, когда ситуация немножко устаканивается. Сейчас это, наверное, смысла нет. До 29 июля еще идет подача документов, непонятно, сколько заявлений еще будет. Поэтому вот эти 2 согласия, это будет основа для того, чтобы мы могли вас зачислить. Без согласия на зачисление зачислить человека нельзя. Поэтому вот эти 2 согласия, не 2, а одно согласие 2 раза, возможно, его нужно будет подать. Алексей Николаевич, спасибо, что пришли. Я напоминаю, в студии был проректор по учебной работе УГАТУ Елизарьев Алексей Николаевич. Мы говорили об особенностях приемной кампании в 2021 году. Спасибо за внимание. До свидания.